На телеканале «Якутия-24» в прямом эфире вы смотрите программу «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Борьба с коронавирусом. Как идет вакцинация населения? Изучение полиовирусов. Музей Мамонта и Новосибирский «Вектор» займутся совместными исследованиями. Премьера от Якутии. В Москве показали нашумевший фильм «Пугало». Проверка прокуратуры. В Нерюнгри надзорные органы рассмотрели соблюдение прав граждан при переселении из аварийного жилья. Снежный Ленск. Какова готовность автопарка дорожников к снегоуборочному периоду работ? Гостей Якутии прибавилось на 16%. Внутренний туризм стал одним из самых популярных экономических направлений в начале года. Глава республики Айсан Николаев получил второй компонент вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». Напомним, первый компонент ему ввели в январе. Вакцинация прошла в медицинском центре Якутска. Айсан Николаев поделился своими ощущениями после первой и второй прививок, при этом добавив то, что в целом массовая вакцинация по республике идет активными темпами. Как самочувствие? Нет, самочувствие хорошее. И первый раз было после прививки все хорошо. Ну и сейчас, я думаю, тоже так же будет. Очень надеюсь. Ну а в целом вообще как идет этап массовой вакцинации у нас в регионе? Ну, вакцинация у нас в регионе идет очень активно. Первая партия, которая у нас была по 27 тысяч доз вакцины, она закончилась. Сейчас поступило новые 15 тысяч. Вот с сегодняшнего дня уже активно стали ставить. Ну а вторую дозу у нас, если не ошибаюсь, уже порядка свыше 7 тысяч человек получило. Ну и сейчас тоже с каждым днем больше. По темпам вообще на 100 тысяч населения мы занимаем на сегодняшний день 9-е место в стране. Тоже считаю хороший показатель. Вот. Во многих районах запись уже достаточно большая сделана. Ну и, конечно, в первую очередь лица пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями должны получать. Мы вот призываем, чтобы они активнее записывались и вакцину получали. По состоянию на сегодняшний день в республику поступило всего 42 412 доз вакцин против коронавируса. Получили первую вакцинацию 26 530 якутян, вторую вакцинацию получили 7870 человек. В Якутске первая поликлиника столицы получила второй компонент препарата Гамковид-Вак для вакцинации жителей города. Напомним, поликлиника номер 1 начала вакцинировать горожан от коронавируса еще в начале декабря прошлого года и продолжает это делать, тем самым наращивая число вакцинированного населения. Первую партию вакцины Гамковид-Вак мы получили 10 декабря 2020 года и уже с тех пор начали активно прививать. По сегодняшний день уже было сделано первым компонентом 2461 человек вакцинированы и вторым компонентом вакцинированы 669 человек. Уже полностью прошла вакцинация, иммунизация. То есть получили и первый компонент, и второй компонент. И по окончании вакцинации у нас получают такой сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции в таком виде. Новый центр неотложной помощи Якутской республиканской офтальмологической больницы презентовали сегодня в Якутске. Ранее больница находилась на улице Стадухина, 84, далеко от головного здания. Это было неудобно как для персонала, так и для пациентов. Сейчас центр перенесли во двор основной больницы на улице Свердлова. Это позволит своевременно оказывать неотложную помощь и в случае осложнения быстро перенести больного в главную клинику. Центр официально откроет 21 февраля. Новое помещение неотложки площадью 300 квадратов отремонтировали всего за 1 месяц. Там все необходимое современное оборудование для экстренной операции. Также обновили сайт больницы. Благодаря удобному интерфейсу записаться на прием стало быстрее и понятнее. Здесь могут проводить экстренные операции, а также при случае необходимости прямо здесь, после оперативного вмешательства, пациент может госпитализироваться в соседнее здание для оказания круглосуточной уже медицинской помощи.
Данный центр, да, он настолько важен, да, потому что вот все-таки через зрение человек получает 80 с лишним процентов информации. Бригада врачей Верхоянской центральной больницы выехала с командировкой в отдаленные села района Барлас и Сартан. Доступ к этим селам возможен только по дорогам автозимника. В остальное время года экстренную медпомощь оказывают с помощью санавиации. В командировку поехали окулист, невропатолог, акушер-гинеколог, педиатр, хирург и лаборант. В течение 7 дней на машине вахтовки они объедут села, оказывая медпомощь жителям, и проведут медосмотр, диспансеризацию, прием взрослого и детского населения. Отмечается, что через неделю бригада медиков осмотрит население села Арылах. Музей Мамонта и Новосибирский «Вектор» займутся исследованиями в области изучения палеовирусов. Пробы для дальнейшей научной работы будут взяты у 20 различных видов мамонтовой фауны, которые находятся в музее Мамонта. Эти исследования уникальные в своем роде, а итоги могут внести значительный вклад в развитие вирусологии как науки. Наш корреспондент Ульяна Шагина общалась с научными сотрудниками. Эти исследования стали возможными благодаря соглашению между Северо-Восточным федеральным университетом и Новосибирским «Вектором». Ученые будут отбирать пробы у различных видов мамонтовой фауны. Главная задача – понять эволюцию вирусов. В будущем мы сможем более эффективно проводить противоэпидемическую, то есть эпидемическую работу и, соответственно, понимать все вот эти эпидемические потенциалы, да, различных инфекционных агентов, как это может развиваться, как это может влиять на население. Работа проводится исключительно в средствах индивидуальной защиты, в очках и масках. Здесь требуется предельная аккуратность. Пробы отбираются с помощью дрели со специальной насадкой. Отверстие проделывается прямо на теле ископаемого, из которого берется образец мягких тканей для дальнейшего исследования. После этого идут стандартные молекулярно-биологические методы, то есть выделение суммарных нуклеиновых кислот, в дальнейшем полногеномное секвенирование, с помощью которого мы сможем получить данные по всему биоразнообразию микроорганизмов в пробе. И после этого следует биоинформатический анализ. За моей спиной сейчас находятся научные сотрудники. Они работают в специальной закрытой камере. И в рамках этой работы пробы будут отобраны у 20 различных видов замороженных животных. Одна из первых проб будет отобрана у верхоянской лошади. Это представитель мамонтовой фауны, ленская лошадь, обнаружена в Верхоянском районе в 2009 году. Абсолютный возраст находки 4450 лет. Ценность для науки заключается в том, что расшифрован был полный ядерный геном, благодаря чему узнали историю происхождения современной якутской лошади. Кроме того, образцы мягких тканей взяли у зайцеобразных, птиц, грызунов и других древних животных, в том числе и из ноги известного малоляховского мамонта возрастом 28 тысяч лет. Для музея мамонта подобное сотрудничество в первую очередь хорошая возможность восстановить утерянные еще с советских времен тесные связи с научными институтами. Сейчас уровень наших институтов российских очень высок. На самом деле мы не знаем, каких высот достигли наши институты. И поэтому нам гораздо важнее во времена вот этих вот неспокойное время развивать именно горизонтальные связи и работать со своими специалистами. Сотрудничество с Новосибирским «Вектором» как раз-таки определит дальнейшие планы ученых Северо-Восточного университета. Пока проект пилотный, вместе с тем его итоги могут стать сенсационными. В первую очередь в изучении эволюционирования различных вирусов, в том числе и COVID-19. В эти дни отобранные материалы в специальных колбах уедут в Новосибирск. Первые результаты будут известны уже в течение месяца. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. К другим новостям. Прокуратурой Нерюнгри проведена проверка соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилья. В начале июля 2017-го многоквартирный дом номер 11А по улице Строительная поселка Чульман был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако администрацией поселка не были установлены мероприятия о дальнейшем использовании помещений, сроки для сноса многоквартирного дома и сроки расселения граждан. В связи с допущенными нарушениями прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением к Чульманской администрации о признании бездействия и обязании к принятию мер, установленных законом.
Суд пришел к выводу о том, что отсутствие достаточного финансирования для расселения дома не освобождает администрацию поселка от обязанностей по выполнению мероприятий, связанных с расселением, которые включают в себя в том числе планирование и установление соответствующих сроков, а также проведение мероприятий, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. На основании вышеизложенного исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение в настоящий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в вышестоящий суд. Реализация прав жителей многоквартирного дома остается на контроле прокуратуры города. Заметать дворы и дороги этой зимой во всем Ленском районе. Основной подрядчик подготовился заранее, приобрел новую снегоуборочную технику, проверила автопарк дорожников и чистоту дорог Ленска наша коллега Анна Кожевникова. Мороз и солнце. День далеко не чудесный для спецтранспорта, который не предназначен для северного климата. На холоде, говоря языком автомехаников, летят ножи, гидравлика не выдерживает. Даже самая современная иностранная техника. В этом году основной подрядчик по уборке снега с улиц Ленска, предприятие «Техносервис», приобрел таковую. Некоторые только проходят обкатку. Пришла новая техника, фронтальные погрузчики с бульдозерными отвалами и погрузчики с ковшами для погрузки снежных масс, для вскрытия дорожного полотна от наледи и так далее. Пришли лапочно-ленточные погрузчики для уборки с середин снега, который достается с обочин, с тротуаров и так далее. Многие ленчане, думаю, помнят, как в былые времена даже по центральным улицам Ленска было сложно передвигаться. Каждая полоса движения выглядела как корыто. Сегодня же автомобилисты ездят по дорогам практически везде, очищенным до асфальта. Тяжелая техника выходит на улицы вслед за снегопадом и метелью. И все работы проводятся в вечернее и ночное время суток, чтобы не создавать дорожного коллапса. Спецтехника оборудована в соответствии со всеми современными стандартами. На крыше установлен проблесковый маячок, который сообщает автомобилистам, что ведутся дорожные работы. А внутри фронтального погрузчика установлена камера. У такой техники имеется слепая зона, и водитель не может видеть, что происходит сзади. Экран монитора облегчает работу. На сегодня уже вывезено около 25 тысяч кубов снега. Сугробы возвышаются только возле объектов предприятий, организаций торговли. И это зона ответственности собственников. А контроль за исполнением падает на плечи административной комиссии. Все организации, учреждения, предприятия, все формы собственности, согласно правилам благоустройства муниципального образования города Ленск, а также по правилам поселений, обязаны очищать территорию, общую территорию, подходы, различные тротуары и так далее возле своих магазинов в соответствии, с правилами благоустройства. И после этого, вывозить этот снег. В ближайшее время административная комиссия проведет рейд и накажет нарушителей. А вот обвинить подрядчика в ненадлежащем качестве исполнения своих обязанностей не выйдет. Каждая единица транспорта снабжена аппаратурой видеофиксации. И всю свою работу дорожники снимают для отчета перед гражданами, который можно увидеть на страницах городского сайта в Инстаграм и соцгруппах мессенджера WhatsApp. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Алданский пункт передержки бездомных собак «Надежда» единственный в районе. Отловленные на улицах животные размещаются в вольерах, в теплом боксе находятся также щенки. Согласно действующему закону, после лечения и стерилизации четвероногие возвращаются обратно на улицы. Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Бурундучки – ласково называют сотрудники пункта передержки этих малюток. В настоящее время в алданском приюте 8 щенков-бурундучат. Все они были найдены на улице. А всего в пункте передержки содержится около 70 собак. По городу очень много. И большая часть из них все равно хозяйские, с ошейниками, без ошейников. Без ошейников привозят, также забирают хозяева, находятся. Процентов 50, наверное, все равно хозяйские составляют. Гере явно не по вкусу сидеть на цепи. Она предпочитает подвижные игры. В приюте Гера оказалась щенком. Желающих забрать ее домой пока не нашлось. Согласно новому закону, социально неопасные четвероногие, предварительно привитые и стерилизованные, отпускаются на вольный выгул. Несколько дней назад в «Надежде» был очередной выпуск. Вчера выпустили 4 прочипированных, простерилизованных собак с желтыми бирками на ухе. 4 на Ленинском и, по-моему, 2 в городе.
Сотрудники приюта отмечают, что никому не нужных бродяжек, нередко больных, а порой и агрессивных, на улицах города меньше не становится. Бездомные животные представляют крупномасштабную проблему, которая сегодня решается комплексно. Финансирование на 2021 год по передаваемым полномочиям составляет 8 миллионов рублей. Основная часть, это 5 миллионов рублей, приходится на муниципальное образование город Алдан. И учитывая, что питомник находится у нас в городе Алдане, соответственно, с других населенных пунктов животных для передержки направляют в город Алдан. Этот пес оказался в приюте после смерти хозяина. Овчарка относится к исключению из печальной закономерности. В большинстве случаев надоевших собак хозяева выгоняют, а через какое-то время у них появляются уже бездомные малыши. Привозят, бросают, особенно вот щенят тут мелких. Привозят коробки. Сотрудники приюта взывают к человеческим умам и совести. Стерилизуйте любимцев, чтобы не обрекать на мучение их потомство. Животное не игрушка, оно требует максимально ответственного отношения. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В результате пожара в жилом доме в поселке Маган погибли 2 детей, 4 и 5 лет соответственно. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные следственные действия. Для установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности 2 лицам». В рамках расследования по уголовному делу будут проведены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза, которые помогут установить причину смерти детей и причину возгорания. Добавим, что пожар произошел в одноэтажном 2-квартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных одна из квартир горела открытым огнем. Сотрудники МЧС из горящего дома в бессознательном состоянии эвакуировали 2 детей, передали их скорой, но спасти их от гибели, к сожалению, уже не удалось. Возможность полетать в Центральную Россию по субсидированным билетам для дальневосточников получили только жители Нерюнгринского района. Такое решение приняла Росавиация по итогам распределения федеральных субсидий. Авиакомпания «Якутия» в срок и в полном объеме подала заявку на следующие маршруты: Нерюнгри-Москва, Нерюнгри, Якутск-Москва, Якутск, Якутск-Петербург, Якутск. Но по решению Росавиации авиакомпания «Якутия» будет осуществлять продажу субсидированных авиабилетов для всех категорий граждан и осуществлять перелеты только по маршруту Нерюнгри-Москва, Нерюнгри. Ну а по направлениям Якутск-Москва, Якутск-Петербург квоты не выделили в связи с нехваткой федеральных денег. По словам гендиректора АК «Якутия», это не окончательное решение, поэтому еще есть шанс, что региональный перевозчик может получить средства и по другим направлениям. Направления на Дальний Восток, такие как Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан, Петропавловск, Хабаровск, они составили нам очень большую конкуренцию. Там летают большие емкостные самолеты, соответственно, основное субсидирование пошло на эти авиаперелеты. А со стороны авиакомпании «Якутия» мы вовремя еще раз подали заявку на наши 3 маршрута. Это Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург и, соответственно, Нерюнгри-Москва. Мы, как республика, получили 3 авиаперелета. Но, еще раз повторяю, Якутск-Санкт-Петербург, Якутск-Москва для льготных категорий граждан, которых практически 10% на экономический класс, и данные авиабилеты находятся в продаже, и на них субсидирование распространяется. В апреле прошлого года туризм признали наиболее пострадавшей отраслью от последствий коронавируса, однако уже к этому году внутренний туризм стал одним из самых популярных экономических направлений. Таким образом, по официальным данным, в сравнении с 2019 годом количество гостей республики увеличилось на 16%. Сюжет Саргаланы Неустроевой. Еще в прошлом году закрытие границ и введение ограничительных мер грозило положить конец туристической отрасли не только в республике, но и по всему миру. Однако это дало необходимый толчок развитию внутреннего туризма.
Фокус переместился на внутренний туризм. Жители республики начали пользоваться услугами внутренних туроператоров. И прежде всего отдых в Якутии стал на первом месте. Поэтому наши туроператоры пересмотрели свои приоритеты, начали работать как на продвижение, так и на доработку своих турмаршрутов. Появилось много энтузиастов, готовых поделиться с якутянами всеми прелестями местного туристического отдыха. И даже для самих жителей республики их деятельность стала настоящим открытием. Никто и подумать не мог, какие по-настоящему кинематографические пейзажи скрывает Якутия. Я сама из Хандаги, живу в 200 километрах от этих гор, и ни разу до этого не была в горах. То есть всю жизнь там прожила и впервые побывала вот года 4 назад. И когда я впервые приехала туда, у меня был такой шок от того, что как же это все так близко, рядом, так доступно, и мы до сих пор там не были. Сейчас Романна в процессе регистрации собственного туристического агентства. Тем более, что опыт восхождения у девушки уже есть, а недовольных походами с ней нет, и даже наоборот. Вот такой подарок. Это ручная работа. Семейная пара, которая ездила с нами в поход, они во время восхождения, то есть когда мы уже поднялись на самую гору, а когда поднимаешься в гору, нести каждый грамм трудно, вот лишний. А они подняли вот эту целую дощечку с собой на гору и вручили мне прямо на вершине. Тут сзади вот написано «Трип на горы Хандаги, Джолла Хабибпин». И все же впечатление не обязательно искать за полярным кругом. Свои необычные развлечения есть и здесь, в столице республики. Ездовыми собаками сотрудники этнокомплекса Чочур-Мыран занимаются уже более 10 лет. Однако самой большой популярностью такой аттракцион начал пользоваться относительно недавно. Маршрут у нас основные – это на Шаман-дерево. Получается, мы едем с собачьими упряжками где-то примерно 14 километров, туда и обратно, разумеется. Маршрут занимает примерно 2 часа. Чувствуется то, что люди хотят кататься, поэтому собак мы сейчас отдельно тоже тренируем для этого. А уже 21 февраля стартует зимний турсезон в, пожалуй, самом известном месте республики – Ленские столбы. В прошлом году туристический сезон прервался 19 марта, и практически целый год национальный парк был закрыт для посетителей. Опять традиционно мы его ежегодно уже на протяжении нескольких лет открываем. Я думаю, в этом году мы постараемся сделать все возможное и невозможное для того, чтобы те гости и жители нашей республики, которые не смогли посетить нас в прошлом году из-за пандемии, да, в этом году смогли приехать и комфортно у нас отдохнуть. Всего за время ограничительных мер поддержку в виде субсидий получили 21 предпринимателей, занимающихся туризмом. Теперь же не за горами новый туристический сезон, отступающая инфекция и множество желающих восполнить годовую самоизоляцию. Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Сегодня в музее имени Ярославского в столице открыли выставку, посвященную памяти историка-краеведа Петра Винокурова. Будучи первым историком-краеведом Якутии, Петр Васильевич написал 8 книг про историю краеведения и музейное дело. Также он занимался исследованием вопросов, связанных с культурной жизнью республики, а также историей становления культурных и научных учреждений. Сегодня на торжественном открытии выставки «Почтить память своего друга и наставника» собрались его однокурсники, коллеги и родные. Вот в своих статьях, в своих научных работах он всегда высказывал определенную точку зрения и ее всегда придерживался. Но Петр Васильевич здесь в музее поставил очень много выставок, очень много экспозиций. Но самый основной труд, который он оставил вот музею, это его книга «Музеи Якутии». Это большая работа, научная работа, где он исследует становление всех музеев Якутии до 1991 года. И даже сейчас вот нет такой большой монографии по музеям Якутии. Владивосток стал главным претендентом на право провести международные спортивные игры «Дети Азии» в 2022 году. Конкурсная комиссия осмотрела спортивные объекты столицы Дальнего Востока и пришла к выводу, что после ремонта они будут полностью соответствовать международным стандартам. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка распорядился разработать подробный план реконструкции инфраструктуры, чтобы обеспечить победу Владивостока в конкурсном отборе. По словам главы региона, проведение в городе столь крупных спортивных игр даст импульс развитию детско-юношеского спорта во всем Приморье.
Проведение игр «Дети Азии» в 2022 году у нас в Приморском крае, в городе Владивостоке. Это хорошая спортивная программа, которая привлекает детей со всей страны. Конечно, детей с Азиатско-Тихоокеанского региона, со всей Азии. В общем, делается все с тем, чтобы этот праздник спорта прошел организованно, прошел у нас на Приморской земле. В Москве прошла премьера якутского фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Картина выходит в полномасштабный российский прокат. Ее увидят в 80 городах России. На показе в столице страны полный зал, знаменитые кинодеятели среди зрителей и эмоции после показа. На премьере побывал наш корреспондент в Москве Максим Кардозу. Валентина Романова, исполнительница главной роли, на расхват. Эти несколько дней в Москве у нее расписаны по минутам. Впереди интервью и встречи с журналистами, продюсерами, зрителями. А пока она в ожидании премьеры в столице, чтобы увидеть себя на одном из самых больших экранов в стране. Я вообще-то не люблю себя со стороны смотреть и слушать себя вообще. Ну, я посмотрела в кинотавре, ну ничего, оказывается. Ну ничего себе, детка. Валентина Романова кокетливо скромничает. Ее дебютная работа в кино просто поражает зрителей. Самое сильное впечатление от игры актрисы, конечно, просто невероятное. Потому что, это очень сложный образ, очень сложно было его воплотить в жизнь, мне кажется. Поэтому актриса просто феноменальная, это большая находка. «Пугало» выходит в полноценный российский прокат. Картину увидят жители 80 городов страны. И к ней есть интерес. Билеты на московскую премьеру фильма «Пугало» были буквально моментально проданы за один день. И с учетом особых условий пандемии, заполняемость зала должна быть всего лишь 50%. Здесь сейчас находится 800 человек. Представлял фильм на премьере главный кинокритик страны Антон Долин. А поддержать съемочную группу пришел и влиятельнейший продюсер России Александр Роднянский. То обстоятельство, что кино, сделанное в Якутии, людьми, которые там живут, сумело отразить жизнь людей, ее населяющих, вот это и является его уникальным преимуществом. Это не случайные явления, не случайные успехи. Они ковались многими годами тяжелой работы, интересных творческих поисков. Давно уже руководство и правительство республики обращает внимание на это, поддерживает. Картина «Пугало» будет идти в прокате в течение месяца. Причем на этом авторы фильма останавливаться не намерены. Уже запланировано участие картины в нескольких зарубежных кинофестивалях. И это поможет еще больше расширить аудиторию якутского кино. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал «Якутия-24». Будьте всегда в курсе.